Давайте перестаньте кричать, пожалуйста. Слово представить. Слово, вы слово попросите, пожалуйста. Потом мы вам слово дадим, и вы выступите. Не надо так кричать. Слово даем Капрашитовой Анастасии Владимировне, заместителя руководителя экологического центра «Алроса». Пожалуйста. Мы вам слово не дадим, девушка, обязательно. Надо кричать. Еще раз всем добрый день. Громче только. Да, я присоединюсь к тем, кто уже выступал. Я на самом деле удивлена вашей активной позицией, тем именно вот этим неравнодушием, который вас отразил. Тихо, тихо! Давайте не будем кричать, девушка. Мне есть чем сравнивать. Я четко понимаю, что в России на самом деле очень много равнодушных людей. Вот здесь я чувствую эту поддержку, четко знаю, что любая, то есть поднятый вами вопрос однозначно будет доведен до конца. И за это я вам признательна. В части оправдывать компанию как бы в чистом виде вот за происходящее, ну, здесь не моя цель, не моя задача. Моя сейчас задача максимально до вас довести информацию, что уже сделано. Потому что факт самого события уже совершился. Да, на данных именно дражные котлованы, которые у нас находятся возле реки Реляк, в свое время было сделано несколько проектных решений, которые прошли экологическую экспертизу. Перед этим все проектные решения, то есть, как бы, основывались на многолетних наблюдениях гидрометеоцентра. Поэтому, то есть, как бы, здесь вот к самой проектной документации, либо какие-то еще нюансы, которые идут, я понимаю, что со временем, похоже, приходит время, то есть какие-то, возможно, решения пересматривать, с учетом того, что уже происходит, именно в части гидрологическом, атмосферных осадков и так далее. Изменения климата, которые идут, и эти все вещи, конечно, надо учитывать всегда на перспективу. Здесь я абсолютно согласна с вами. В части, что сделала компания, вы уже услышали, что компания со своей стороны в лице генерального директора Игоря Витальевича, исполнительного директора, первого заместителя гендиректора, уже озвучили, что они пойдут навстречу, будет организовано, закуплено оперативное оборудование водоочистное для того, чтобы обеспечить качественной водой по реке Вилюй непосредственно населенные пункты, которые тут находятся. Все решения по какие населенные пункты, какие водоочистные сооружения и так далее, уже написан запрос, как бы направлен запрос в адрес главы как раз Сумского района, поэтому здесь данное решение уже как бы есть. То, что касается технического состояния, ну как бы вот, называете тоже гидротехнических сооружений, которые то есть на реке. Дражные котлованы на самом деле это грунтовые сооружения, которые не классифицируются Ростехнадзором именно как поднадзорные. Это вот в части того вопроса, который был. И здесь, если вдруг у вас остались какие-то вопросы, у меня к вам тоже предложение. Вы выходите с данными, то есть, как бы, запросами в части выхода на Ростехнадзор. Ростехнадзор со своей стороны, там сидят компетентные специалисты, и они непосредственно проведут по всем сооружениям разъяснительную либо работу, либо беседу. То есть они уже тогда доведут до вас информацию, что это ГТС, не ГТС, либо какие-то нюансы. Это ваше не просто право, это ваша обязанность. Поэтому не молчите. Здесь основная именно ваша задача для того, чтобы уже дальше информацию доводить до других. Сами дамбы ограждающие. Была первоначальная задача это максимально локализовать все последствия, которые были в результате аномальных просто-напросто осадков произошли. Ограждающие дамбы 7-я и 1-я в ближайшие буквально там 2-3 суток максимально были перегорожены. Восстановлены руслоотводные каналы, по которым ранее как раз текла река. То есть в результате просто-напросто перелива через дамбы вода именно природная попала в дражные сами котлованы. Из-за этого произошло полное разрушение именно проранами. То есть сейчас локализован данные участки по руслоотводным каналам, они изолированы полностью, по ним течет сейчас природная река. Остались 6-я и 1-я дамбы, которые в настоящее время как раз производятся работы по их ограждению, максимальному и полной изоляции. Когда принималось решение в 2004 году для того, чтобы завести именно дражные котлованы и минимизировать нагрузку на реку Иреляк, Малая Гудобия и Вилюй, то есть это было как раз уже со стороны контролирующих органов, то есть детальная шла работа, то есть компания со своей стороны тоже пошла навстречу, все было изолировано.
Но, к сожалению, вот этот вот аномальные осадки, которые в этом году произошли, ведь, в принципе, еще года 2-3 назад представить такую ситуацию было невозможно. Город Мирный самостоятельно искал дополнительные источники питьевой воды, потому что была такая засуха, что водохранилище не наполнялось за паводок. И на следующий год людям просто не хватало воды. А в этом году это просто вот таких ситуаций, то есть ранее не происходило. Поэтому вы, конечно, вправе на компанию, то есть как бы, ну, наседать, но компания в настоящий момент тоже находится достаточно то есть, такой ситуации, потому что мы до конца не понимаем, что произошло. Поэтому там было локализованы максимально. Лена Семеновна в своем выступлении отразила. У меня два вопроса. Можно я отвечу по тем вопросам, которые уже были, потому что я понимаю, что тоже уже накопилось. Я бы хотела, наверное, сразу с первого момента отметить работу непосредственно Министерства экологии и конкретно работу лаборатории Реоцен. Зная, какие сейчас требования предъявляет Росаккредитация, что в любой момент любая лаборатория, которая имеет у себя аттестат аккредитации, просто может остаться без, то есть его лишиться. И вот эта вот вероятность, и на ваших, как бы на примере непосредственно республики, я вам точно могу сказать, что Лена Семеновна, что само Министерство экологии имеет четкую принципиальную позицию доводить до вас достоверные сведения. Влияние со своей стороны компании, что бы мы ни говорили, какую бы информацию однозначно, то есть мы на эти вещи даже не потому что повлиять, то есть даже мысли такой не допускаем, потому что у Росаккредитации сейчас все прозрачно, вся информация, все результаты лабораторных исследований выкладываются сразу непосредственно на контроль Росаккредитации. Буквально там никаких вариантов для каких-то коррупционных составляющих вообще сейчас не остается. Поэтому ваше недоверие меня на самом деле здесь удивляет, потому что я временами сама опасаюсь приезда Лены Семеновны. Я хотел бы вам два вопроса задать. Во-первых, вы сказали про очистные сооружения только в Сунтарском районе. Вода же придет и в Вильнюске, и в Ирбинске и так далее. Это первый вопрос. Второй вопрос – это по хранилищу технической воды. Вообще во всем мире действительно вот эта техническая вода в таких емкостях машин стоит. Я думаю, Авроса достаточно богатая компания, чтобы в программу включить, чтобы таких хранилищ технической воды не было, чтобы ее очищали просто. Потому что вопрос времени, и это выстрелило, потому что ливни действительно постоянно идут, это дело времени было, когда это произойдет. Поэтому я хочу вот эти два вопроса. То, что касается технических решений, которые реализует непосредственно сама компания со своей стороны, здесь я вам точно могу сказать, что все инновационные проработки и возможные решения по исключению каких-то хранилищ дополнительных накопителей компания со своей стороны прорабатывает. Вы, наверное, знаете, что на Накыне, что сейчас на обогатительной фабрике удачного блока ведутся, ну, как бы на Накыне уже реализовано сухое обогащение. Это когда не размещаются пласты в хвостохранилища, а через фильтр прессы проводится непосредственно осушение оставшихся пластов. То есть и вода просто запускается в водооборот, а хвосты непосредственно выводятся уже, то есть транспортом и формируются на отдельные отвалы. Это вот реализованная уже технология. Аналогичная технология на Удачненском блоке реализуется, то есть в настоящий момент. Это все для того, чтобы минимизировать возможное именно хвостохранилище. То есть, но в компании максимально реализована технология вовлечения, это организация водооборотных циклов. Да. То есть вы знаете, что как раз за счет хвостохранилищ мы воду эту осветляем и обратно ее используем на обогащение. То есть это в этой части. То, что касается дражных котлованов. Дражные котлованы – это тоже замкнутая система водоснабжения, то есть водооборотный цикл. Так как дражный котлован изолирован, полностью замкнут, в самой технологии обогащения на драгах не используются никакие дополнительные химические вещества, только та же природная вода, которую в свое время мы взяли и заполнили этот дражный котлован. То есть других каких-то веществ то есть, мы не привносим, и там то есть, как бы, не осуществляем каких-то других, то есть, как бы, тяжелый металл, наверное, там есть, надо... тяжелые металлы. Зачем хранить вот этот котлован, когда можно просто очистить, есть же технологии.
Дело в том, что то, что касается очистки, а нам зачем? То есть как бы мы тогда должны, Ладно, это зачем реализация, нам-то я не про это, я про другое. Я про то, что определенный объем воды природной, он был в свое время забран и максимально, то есть используется для того, чтобы не забирать дополнительную природную воду. То есть здесь же задача в чем? Не потому что сбросить, сбрасывать оттуда никто ничего не сбрасывает. Уже сбросил. О том, что это произошло, я здесь не умаляю нашей вины, либо какой-то ответственности, это однозначно остается за компанией. Вот. Но в части, допустим, проектных решений и всего остального эти вещи будут дополнительно рассматриваться. Как я уже отметила, я бы не хотела сейчас... То есть вы будете включать эту ликвидацию или нет? Ликвидацию чего? Вот это хранилище технической воды. Ну, хранилище какой воды? Вот смотрите, у нас же очень много получается, есть гидротехнические сооружения. Вы, юристы, я что, прямой вопрос Нет, задаю. просто их много, я говорю. Вы говорите про дражный котлован, либо про хранилище. Это же совершенно разные объекты, разные технологии. Я говорю про то хранилище, откуда пошла вода. Это дражные котлованы. В настоящий момент, то есть, будет уже приниматься решение. Здесь я сейчас, то есть, пока максимальная задача локализовать и исключить возможное влияние. Пожалуйста, вопрос. Представьте. Пан Михаил Маркович, уроженец поселка Михаил. Ну, по Станиславскому, потому что такое чувство, да, вот недавно фильм смотрел, да, это для обывателей, может, ну, здесь же ученые сидят. Передача, ну, такой документальный фильм называется «Война за воду». Вода же это основное. Мы тут разговариваем не о каких-то там технических сооружениях. Мы речь ведем о катастрофе, ну, экологической катастрофе. Потому что по Милийской зоне тоже живут люди. Да? Ладно, и Вилят, там вот сейчас Сюрдикар, да, в первую очередь пострадали. Потом, я так понял, вот представитель Министерства экологии, мониторинг, такие красивые слова, да? Но даже не услышал слово такое прогноз. Ну, прогнозирование вообще, о каком прогнозировании может быть речь, если даже до сих пор это мониторинг стоит. А какие-то там вот сиюминутные действия, ну да, конечно. Там пока гром не грянет, может не перекреститься. Поэтому такое предложение, да, ну уже в принципе, ну, бюджет там, конечно, бюджетообразующее там это, но мы все равно, по крайней мере, наша республика дотационный регион. Если Алброса там какую-то часть, ну пусть они добывают там удачный Айхал, где отвечают современным требованиям, да, Нурбинский год. Не то там надо проверить, потому что ну, тоже такое, ну, состояние там не очень, так скажем, хорошее, да. А вот эти конкретные места пока, ну, у нас мое такое предложение. Вот через ОМФ создать там группу какую-то инициативную, чтобы она контролировала, вмешивалась в этот мониторинг, ваши какие-то прогнозные действия, да, на опережение, как вы говорите. И, по крайней мере, ну, руку на пульсе держать, а с компанией, ну, ставить такой вопрос, прямо в ультимативной форме уже, когда с ними разговаривать, и говорить, вот пока вот этого не устраните, вообще в этом месте вообще ничего не делаете. Прекратить там какую-то либо деятельность. И мы будем добиваться, потому что вы пока не устраните, пока не докажете, что есть какие-то технологии, которые современному нашему времени отвечают. Да, там, я в свое время летал, был летчиком. Я еще в 80-е, 90-е годы, когда летал, видел эту баклажку, который министр, сейчас вот представитель Министерства экологии говорит, она не страдает. Ну, это же смешно. Она вообще красного цвета была, вот как кровь человеческая. И об этом тоже в то время еще молчали, но тогда же был этот, ну, авторитарный уже режим, а сейчас живем мы все-таки, ну, или может опять мы вернулись, просто название поменяли, но я вот этого не понимаю, но по крайней мере мы все равно должны требовать, вот здесь, в котором люди сидят, мы жители, у нас дети, у нас родственники. И то, что вы разговариваете, да, вот, может вы, ну сейчас по Станиславскому не верю, вот сейчас мужчина был, да, где должны же были воду привезти с Венечаром. Вот если бы вы сейчас прямо выпили при нас, да, это сказали, люди могут пить. И при нас выпили, или хотя бы когда спили вместе чай. Я, может, и живой останусь, потому что у меня организм, наверное, уже адаптировался. Мы уже как-то там. И нас уже, да.
Я так понимаю, что для этого здесь как раз и собрались. Для того, чтобы сформировать в общественные группы, либо, то есть, пожалуйста, предложить какие-то варианты. Да, предложения у меня такие, что уже с Алросом, компанией Алроса надо разговаривать. Доверия нет. Да, но в ультимативной форме. Потому что ладно, там представители алмазной провинции, там 2%, да? Это не просто право, Ну куда эти деньги девались, почему до сих пор очистительных станций нету? Ладно, Султана сейчас там будет. Оставим какое-то, да? Я бы вам тоже сказала. Компания ежегодно отделяет достаточно большие средства. Кто за ними ведет учет контроля? Почему они тогда не ушли на водоочистные сооружения? Почему со своей стороны в сторону, когда правительство, не поднимаете данные вопросы? Поднимем. Вот именно, давайте тогда эти вопросы, пожалуйста, поднимать. Потому что вы, понимаете как, со своей стороны компания является юридическим лицом, которое работает в правовом поле Российской Федерации, по всем правилам, законам, которые установлены в Российской Федерации, в том числе и в Республике Саха-Якутия. Ведь такая мощная, просто-напросто правительственная организация в республике существует. Так давайте тогда эти вопросы и задавать. Если со своей стороны компания сейчас как раз и идет навстречу для того, чтобы, несмотря на какие-то дополнительные финансирования, которые выделяются, пошли именно, то есть, как бы, на то, чтобы закупить водоочистные сооружения, чтобы оборудовать, но чтобы их поддерживать, вы сегодня уже задавали этот вопрос, чтобы их поддержать в работоспособном состоянии, необходимо не просто инженера, а специалисты узконаправленные. Объем расходования тех средств, которые, то есть, нужны на то, чтобы их поддерживать, то есть, как бы, в работоспособном состоянии, чтобы они работали эффективно. Задача же не только в этом, а это достаточно серьезный комплекс вопросов, которые со своей стороны компания вам закупила, поставила, а кто их будет обслуживать? Где люди эти? Давайте не будем кричать, я по одному, я всем дам слово, кто просит. Так, пожалуйста. Сначала в качестве реплики, вот вы сейчас сказали, что компания работает там по всем законам, правилам принятым. Но перед этим только что было сказано, что дамбы ваши не зарегистрированы как положено. По каким законам вы работаете? Это реплика. Второе. Это вот, знаете, вот мы сами задели эту проблему. Это наша больная тема. Всегда так. Слушай, я тебе не мешал говорить. Смотри. Не построю, не волнуйся. Второе. Вот извечная наша проблема. Компания берется, поставит очистные и говорит: так, ребята, а расходные материалы это ваши, эксплуатируйте сами. Извините, вы бывали в наших селах? Там много специалистов, которые способны отличить катионитовый фильтр от угольного. Вы же понимаете, что вы сейчас получится. Вроде сделали доброе дело, а на самом деле деньги на ветер. И людям ничем не помогают. Это первое. Давайте, наладим систему, которая будет эффективно, вовремя работать на то, чтобы менять расходные материалы. Б. Давайте обучим местных жителей. Да. Отлично. Так? Теперь мы Конкретное еще два слова. Знаете, ну, конечно, агрессии очень много в адрес Алроса. Но давайте будем помнить о том, что дамбы прорывают не только на Ереляке, не только у промышленных предприятий и не только из-за ливней. 14 июля 2014 года я сам там был, прорвала дамбу в районе села Ажулун. Это была мелиоративная дамба. Я могу вам сказать, что если бы не очень огромные усилия всего местного населения, МЧСников, службы спасения, полярных авиалиний наших, да, мы бы тогда утопили половину Чурапчи и Цута. Потому что прорвало дамбу посреди июля. Вы сами знаете, в июле у нас жара, засуха, никаких дождей не было. Там просто в основании дамбы была ледяная линза, которая протаяла. Если бы время было, мы бы вас долго бы слушали. Пожалуйста, ваше предложение. Поню. Дамб у нас много. Они не только у Алроса. Вот сегодня мое предложение, да, наверное, есть смысл, отталкиваясь от того, что произошло
да, у нас есть ЧП, значит, мы имеем право на внеплановые проверки. Проверить все гидротехнические сооружения по всей республике. Спасибо. Пожалуйста, представьте. Леонид Семенович, общественная организация МФК. У меня вопрос такой. Где вот находится граждан котлован? Это на русле реки Иляля, да? Да. Или Русле где-то реки. отдельно? Вот. Так вот, и сразу предложение такое. До тех пор, пока вот здесь прозвучало минимизировать какие-то риски, да, там, сократить какие-то там угрозы, да? Речь не должна идти об этом, речь должна идти исключить полностью любые риски, потому что вы работаете на открытой поверхности, да? То есть это водный объект, на котором вы производите опасное производство. Правильно? Вот, соответственно, пока вы проектом, не проектом, вы не исключите, там никакой производственной деятельности вообще не должно быть. Копайте в другом месте, закрытом, замкнутом цикле. Пожалуйста, карьерным способом, шахтным способом. Может быть, нормально. Поэтому, да, поэтому речь должна идти об исключении. Вот наше требование. Это ваше предложение, выносите на, пожалуйста, исключение протокола, потому что это ваше право. Вчера был общественный экологический совет, но так получилось, что вас не было, вы сегодня прилетели. Мы там одно из решений, мы хотим заслушать ваш отчет полный по аварии и по последствиям экологическим третьей декаде этого года, то есть до конца сентября. Мы понимаем, что до 8-го вы обещали сделать все НАМБ, восстановить, наверное, и поставить на учет, как положено. И до 30-го вы должны начинаться на совете. И еще, я думаю, Никита Иванович, мы должны, наверное, пригласить на это заседание людей, которые вот тут сидят. Потому что мы открыты, здесь много членов, и готовьтесь к тому, что там уже будут смотреть с чертежами, с документацией, с хорошей презентацией. И думаю, надо сделать это вот в этом здании на 6-м этаже большой зал. Потому что вот тут совершенно мало места, и мы когда объявляли, я написал, на 6-м этаже было бы лучше. В этом плане... Зал занят. Да, я понимаю. Это зал, я не Вы сейчас как раз там соло, и это... Да, я о другом говорю. Вы готовы, да? Мы это решение приняли, вы его примете, да? Потому что наш совет мы, в принципе, белорусы неоднократно слушали, и я думаю, что это обычное явление, которое вы знаете, что наш совет, он вас время от времени спрашивает, интересуется ли вы на это. Михаил Михайлович, предлагаю совместно с Общественной палатой и ОНФ провести в этом здании на 6-м этаже. Я прошу прощения, можно я отвечу сразу? Можно? Позволите? Я буквально отвечу сразу, потому что одним из решений совещания, как раз, которое проходило, с участием Милановича, и было как раз доведение информации до общественности до 20 сентября. У нас стоит именно полный отчет, представление аналитики, то есть всех Вы успеваете, да? непосредственно в этом Там периоде. мало. Задача такая поставлена, сроки есть, поэтому наша задача выполнена. Я прошу прощения. В соответствии с законом Российской Федерации о положении о чрезвычайной ситуации, вот создавшееся положение, чрезвычайная ситуация не какого уровня? Федерального уровня. Федерального уровня. А вы этого не сознаете. Это первое. И во-вторых, если гидротехнические сооружения не учтены, то это ваше нарушение. Это второе. Гидротехнические сооружения. Вот здесь нет представителей Министерства чрезвычайной ситуации, которые ведают этими гидротехническими сооружениями. Я как бывший работник МЧС и говорю. И плюс Ростехнадзор. А регистрация идет через ГТС, и все идут через Министерство чрезвычайной ситуации. Чтобы знать. Это второе. То, что вы говорите, там построили в Мархе, Манджагаре, Чукаре, Бегальже и Малакай, вот и передали муниципальную собственность. Это Афанасий Игоревич правильно говорит, совершенно правильно говорит. Потому что они сейчас
как экспонат стоят. Понимаете? Потому что там нет специалистов, никто. Поэтому мы предлагаем, нам нужно предложить, чтобы не только они построили, но ввели, взяли и да, на обслуживание и так далее. А второй вопрос, то, что обучают и так далее, это соответственно правильно. Поэтому, а вот так как, почему еще федеральный уровень? Потому что река Вилюй, как уже сказали, это федеральный уровень. Обе, здесь замешаны еще Минохраны природы Российской Федерации. Обязательно. И Министерство чрезвычайной ситуации Российской Федерации. Поэтому на контроль должно быть Министерство чрезвычайной ситуации Российской Федерации. Потому что федеральный уровень. Вот и тогда работа, и требования и так далее, когда все это на контроле будет, вот дело движется. Вот у меня такой путь. Спасибо большое. Давайте я... Нет, давайте в порядке очереди. Он девушка, потом... Давайте я дам Вот девушка хочет. Да. Давайте девушка. Давайте я отвечу. Я потому что повторяется, я прошу прощения, повторяется просто уже вопрос. То, что касается чрезвычайной ситуации. Компания в первую же очередь обратилась в адрес администрации Мирнинского района для того, чтобы объявили именно ЧС. То есть это было со своей стороны у руководителей прямое обращение. Но нам ответили так. Сказали, в том случае, если нет жертв, менее 5 человек, нет ущерба более 5 миллионов, и они просто-напросто отказались именно заявлять ЧС. Я вот этот момент сожалею. Люди, проживающие в Юрпинском, Султанском, Вильюшском, это не люди, что ли? Не люди, что ли? Это там по численности? К сожалению, компания, со своей стороны, как юридическое лицо, не имеет права объявлять ЧС. Эта мера ответственности лежит либо на муниципальных образованиях, либо на государственных учреждениях. Поэтому со своей стороны были сделаны все меры. Никто не будет. То, что касается системы формирования именно обучения специалистов и обеспечения расходными материалами по водоочистным сооружениям, которые будут поставлены. Этот вопрос я полностью передам руководителям и как предложение со своей стороны. Невозможно уже не просто обсуждение, а реализацию последующих мероприятий. Поэтому эту тематику однозначно я доведу ваше пожелание. Уважаемые друзья, после Алроса бы хотелось бы Ростехнадзор услышать и Минздрав услышать. Давайте не будем перебивать друг друга. Минздрав услышать. Спасибо. Девушка, пожалуйста, вот девушка, вы я задаю вопрос, что такое взвешенные вещества? Потому что я вот получила по WhatsApp вот пробу воды, и там написано 800 раз превышение взвешенных веществ. Я не понимаю, что это такое взвешенные вещества. Это минеральные компоненты, которые в свое время вымываются либо из почв, либо из грунтов и находятся во взвешенном состоянии. Туда же относятся органические вещества, которые идут, то есть, либо какие-то там иные возможные, то есть идут микроорганизмы и так далее. Это все взвешенные вещества. А какие микроорганизмы конкретно? Ну, в данном случае про микроорганизмы, я думаю, что речи не идет, потому что там большая часть минеральный состав. А там есть соли, тяжелых металлов? То, что касается соли тяжелых металлов, по тяжелым металлам никто не отрицает, превышения были, потому что они точно так же характерны именно к грунтам и почвам, слагающим данные, то есть как бы регионы. Когда я поняла, что взвешенных веществ там соли тяжелых металлов, и оно превышено. Можно я немножко поясню. Вот взвешенные вещества, Тише, товарищ. у нас химическая лаборатория, фильтр ставится на мензурочку, и вода наливается. Вот то, что на фильтре осядет, твердые частицы глины, песка, земли, вот эти твердые частички, это и есть взвешенные вещества. Имеются растворенные формы. Вот я поправлю, да, Анастасия Владимировна. Сейчас мне переслали результаты полностью лабораторных исследований тяжелых металлов, талия, вот тяжелых металлов, ртути нет. Остальные металлы присутствуют. Алюминий, свинец у нас небольшие концентрации. Это не тяжелые металлы. Давайте не будем мешать понятия. Это растворенные формы металлов. Железо, медь, марганец, алюминий.
Все это присутствует, но это не тяжелый металл. Дело в том, что вот в меди написано 2,9 раза, цинка 5,5 раза. А вот Можно это я еще поясню? Вот в природной воде реки Вилюй. В природной воде. Почему я должна это пить? Почему кто-то должен это пить? Я разрушила эту даму, вы мне предлагаете пить никто вас не успокаивает, если вы рассеете элементы любой природной Она вас не успокаивает, она вам объясняет, что такое. Если по-простому сказать, взвешенные вещества, это вот муть. Когда в воду заходишь, вот так делаешь, муть поднимаешь. Вот это взвешенные вещества. Уважаемые, вы же просите информацию, вам дают информацию, вы ей опять не верите. Слово даем депутату Государственной Думы Федоту Семеновичу Тумусову, пожалуйста. Так, Александр, я как член ОНФ конкретно написать в протоколе. Федот Семенович выступает, потом руки поднимите, зададите вопрос, зачем кричать? Что за идиотизм? Выступает или задает? Да. Тогда надо Анастасия отпустить. Первое, написать член ОНФ, да? Депутат Государственной Думы Тумусов уже направил депутатский запрос в Генеральную прокуратуру насчет предмет возбуждения уголовного дела. Второе, предложить руководству Республики Саха-Якутия объявить чрезвычайную Третье, предложить руководству ОНОСа привлечь ответственных лиц, виноватых это происшествие трагедии, да, значит, экологических бедствий, к ответственности, вплоть до освобождения от ответственности. Третье, четвертое, предложить руководству Республики Саха-Якутия привлечь к ответственности чиновников, виноватых в недостаточном контроле, вплоть до отставки министра экологии, или там и последнее, да, Александр, у меня там встреча в Намской улице, поэтому я сейчас, чтобы вы меня там правильно поняли.